Ну вот в такого рода темах всегда есть большая проблема. Материал большой, объем все-таки, слава богу, мы начнем даже не с Пушкина, мы начнем вообще с ранней средневековой русской литературы, с начала нашего, с древнерусской литературы XI, XIII, XIV веков. Вот. И тут есть великий соблазн, потому что материала много, тема как бы, вот она так течет по истории русской литературы, разделяясь на множество рукавов, ответвлений и так далее, и так далее. Проблема в том, чтобы собрать это все в какую-то концепцию, в какую-то не рассыпающуюся структуру, что называется. А сказать хочется и про то, и про пятое, и про десятое, потому что все интересно и все любопытно. Но вот я не знаю, что у меня получилось, но я как-то постарался так конструкт какой-то собрать, чтобы у вас было и общее представление о том, почему эта тема возникла и как она развивалась, и дать какие-то вот образцы и рассказать о ключевых моментах, где совершались серьезные смысловые повороты и развороты в реализации этой темы. Начать нам придется с древнерусской литературы. Вообще оттуда все, собственно говоря, и начинается. И, строго говоря, вот там сформированы, там определены те культурные коды, которые так или иначе работали в русской литературе на протяжении всей ее истории, работают до сегодняшнего дня. С чего, собственно говоря, все начинается? Все начинается в русской культуре вот этой эпохи, если опускать предыдущий период, который реконструировать очень трудно, практически невозможно за отсутствием источников. Так вот, если обращаться к этому периоду, то надо отметить один очень важный момент. Русская культура в привычном для нас понимании, в привычном для нас содержании, собственно говоря, начинается с формирования и утверждения конъюнктивного принципа изображения мира, или понимания, лучше даже сказать, не изображения, а именно понимания мира. Конъюнктивный принцип – это принцип объединительный. Русская культура начинается с поисков единства. Единства человека и человека, человека и мира, мира природы и мира культуры, с поиска этого единства, причем единства непротиворечивого. Она начинает строиться как объединительная культура, это очень важный момент. Этот объединительный принцип оформляет отношения между я и другим человеком. Человек ранней средневековой культуры не мыслит себя как отдельного человека, как отдельную единицу, как субъекта. Он мыслит себя как сосубъекта. Я в существовании с другим. Вот это наличие я и не я, как второго я, обязательно для древнерусской культуры. Человек признает свою зависимость от другого человека. При этом, правда, требует, чтобы и тот другой признал свою зависимость от него. И вот такая созависимость оказывается регулирующим началом в этих межличностных отношениях. Причем это вот объединение с другим выступает в древнерусской культуре в очень разных формах. Мы уже с вами как-то говорили об этом, но стоит повториться. Вот, допустим, дидактическая литература XI-XIII веков, она настаивает на том, что человек должен уступать другим, должен приносить в жертву другим свои личные интересы, должен прощать, не держать на других зла, слушать старших и так далее, и так далее. Вот. Первостепенной фигурой здесь становится мученик по типу Христа, то есть человек, добровольно взявший на себя чужие муки, чужие страдания, страдающий за чужие грехи, за чужие ошибки, за чужие поступки. Еще одной важной фигурой становится кающийся. Кающийся, который должен
отказываться от собственных подступков, от собственных мыслей, от собственных желаний. Человек и мир, человек и мир в этой культуре должны прийти в равновесие, должны быть приведены к непротиворечивому единству. А это противоречивое единство должно строиться на неразрывности вот этого «я» и «не я», «я» и «другое», «я» и «другое» и так далее. Тот же объединительный конъюнктивный принцип, почему я об этом и заговорил, господствует в эту эпоху и в отношениях, в представлениях человека о культуре и природе. Объединенная с культурой, природа не видится самостоятельной частью мироздания. Мы с вами привыкли к тому, что вот физические объекты, природные объекты, они вне нас, они вне положены нам. И мы научились отгораживаться от них, защищаться от них, отделяться от них и так далее, и так далее. Древнерусский человек не видел физический мир в неположенном себе. Он видел себя в единстве с этим миром, в единстве с мирозданием. Поэтому древнерусский человек, не удовлетворялся знанием физических законов этого внешнего мира. Он видел в проявлениях природы нечто большее, чем те самые объективные законы, по которым эта природа проявляется. Для этого человека в природном мире, в физическом мире, значимо только то, что несет в себе память об историко-культурных событиях, о социальных или сакральной практике. Вот, например, в хожении игумена Даниила центр земного шара помещается, как он говорит, пуп земли, помещается там, где стоит гроб Господень. Не там, где он географически находится, а там, где помещается гроб Господень. Несмотря на недостаток влаги вблизи Иерусалима, земля там изображается как очень плодоносная, как богатая. Несмотря на то, что вода в Иордане мутная, она оценивается как сладкая, ее сладко пить, она целебная вода. То есть обнаруживается не физическое свойство предмета, а некое новое, другое, дополнительное качество этого предмета, которые привносятся в его содержание. Культура в этот период – это явление соприродное, это соприродное образование. Человек должен брать пример созданной Богом природой и не нарушать поставленных ему пределов. Так же, как не переступает свои пределы бездушная вещь. То есть каждому свое место. Каждый должен занимать свое место и не вытеснять другого. Поэтому любые катастрофические изменения или просто отклонения от природного порядка в этой культуре толкуются как влекущие обязательные социальные потрясения. В повести временных лет мы читаем: «Знамение бо в небеси, или звездах, или солнце, ли птицами, ли етером чим, не на благо бывают, но знамения сица на зло бывают, ли проявление рати, ли гладу, ли смерти проявление». То есть всякие отклонения в природе имеют своим последствием какие-то отклонения в социальной жизни. И наоборот, всякие потрясения, всякие нестроения, всякие отклонения в социальной жизни вызывают, все этим отклонениям сопутствуют отклонения в природе. Так, например, считается, что потоп Приноя был вызван тем, что люди вели себя неправильно. Перенос мощей Феодосия Печерского сопровождался чудесным явлением над церковью, из которой выносили Феодосия, 3 столпами света.
Вот это вот самый главный, самый важный, самый первый момент в развитии той темы, о которой мы с вами дальше будем говорить. Культура есть соприродное явление, она не оторвана от природы, она не самостоятельна, она не автономна, культурно соприродна, поэтому любые отклонения в природе связываются с отклонениями в социальном мире и наоборот. Социальным потрясениям сопутствуют, или социальные потрясения вызывают к жизни некие отклонения и природные катаклизмы. Вот этот комок, это соединение, это смысловое образование и станет одним из важнейших для дальнейшего развития русской литературы в той теме, или русской культуры шире, в той теме, о которой мы с вами сегодня заговорим. Вот раннее Средневековье сформировало этот культурный код. И этот культурный код в разных вариациях, в разных поворотах будет присутствовать на протяжении практически всей русской литературы. Если уж заканчивать разговор о древнерусской литературе, то почти энциклопедией вот такого представления о взаимодействии культуры и природы является слово о полку Игореве. Там все варианты этих предзнаменований, предупреждений природы, попыток природы остановить неправые действия и наоборот поступки, вызывающие какие-то природные явления, там представлены почти с энциклопедической полнотой. Такое впечатление, что автор слова полку Игорю прямо сел и так списочек составил всех возможных взаимодействий природы и культуры, и по этому списочку, что называется, прошелся. Как бы ни был мощен вот тот разворот, который совершился в русской культуре в 18-м, начале 19-го, даже с 17 по начало 19 века, когда мы говорим о рождении новой русской культуры, как бы ни был мощным этот поворот, как бы он не перевернул всю культурную матрицу, всю культурную картину, русскую культурную картину, многие элементы, сформированные в древнерусской культуре, сохранились и остались жить. Осталось жить и то представление о взаимодействии культуры и природы, которое сформировалось в древнерусской литературе. Более того, ему на рубеже 18 и 19 веков в русской литературе было придано новое дыхание, было придано новое содержание, были приданы новые акценты. И здесь я опять называю первыми Пушкина. Вот, понимаете, Пушкин, вот есть правота в формуле, по-моему, Юрия Николаевича Тынянова, о том, что Пушкин это не начало, а конец. Он не начинает новую эпоху, а завершает огромный пласт предшествующей русской литературы. Пушкин действительно во многом опирается, в основном опирается на предшествующую культуру и просто занимается ее рекомбинацией. Он перекомбинирует ее, он перекодирует те смыслы, которые до него уже были сформулированы, которые до него уже были сказаны. Но первым на этот путь встал, применительно опять же к нашей теме, Николай Михайлович Карамзин. Опять нам придется вспомнить «Бедную Лизу». «Бедная Лиза» – это вообще начало русской прозы. До Пушкина был Карамзин, и если бы не «Бедная Лиза» Карамзина, бог его знает, куда бы вообще двинулась русская проза. Что делает Карамзин? Первое, о чем мы в прошлый раз об этом говорили, первое, главное, что он делает, он обнажает социальную сторону любовного конфликта, любовных отношений, точнее, отношений между дворянином и поселянкой. Эти социальные отношения социальный статус героев становится препятствием для реализации, для воплощения их
любовных отношений. А вот второе, что он делает? Он делает внутреннее эмоциональное состояние героя, героини вернее, там эмоциональное состояние меняется только у одного героя, у бедной Лизы. Он делает эмоциональное состояние героя подвижным, изменчивым и сопровождает этот рассказ об изменении эмоционального состояния героя изменениями в природе. Все начинается ранней весной. Вообще у Карамзина, между прочим, зимы нету. Осени тоже нету. Есть позднее лето, осени нет, зимы нет. Есть весна и лето. Самый дальний край – это позднее лето. То есть начало жизни и приуготовление к ее завершению. Но повесть начинается с очень символической картины, в соответствии с которой автор, повествователь, точнее, в «Бедной Лизе», заявляет об общей ситуации и дает общую эмоциональную и природную картину. Но всегда приятно для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. К живой Лизе это не имеет отношения. Это имеет отношение уже к умершей Лизе, уже Лизе, покончившей с собой. Это состояние героя. Это состояние не героя, а повествующего о герое. Когда рассказ развивается дальше, как некий очерк, короткий очерк жизни Лизы, там появляется весна. Там появляются цветы, там появляются луга, там появляются стада, пасущиеся на тучных нивах, там появляются пастушки, которые спасаются от жары в своих шатрах в это время своего беспокойного присутствия и так далее. И в Лизиной жизни, в повествовании, все начинается с весны. Она весной встречает своего возлюбленного, весной разворачиваются их чувства, и все это сопровождается соответствующими идиллическими пейзажами. Полная гармония между героями отражается в полной гармонии в природе. Природа равновесна, природа расцветает, природа набирает силы, природа набирает красоты и так далее. Сдвиг в отношениях между Лизой и ее возлюбленным, трагический, драматический сдвиг в отношениях между ними приводит к тому, что меняется природный фон. Она пришла в себя после объяснения с Эрастом, и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. Приятности натуры – это красоты природы. Все красоты природы пропали для нее в ее глазах, исчезли в ее глазах после того, как выяснилось, что ее возлюбленный не только не может соединиться с ней, но и оказывается, что он ее обманул. Вот. Итак, все происходит в этом узком природном коридоре. С весны до позднего лета. Карамзин связывает эмоциональное состояние героя с состоянием природы точно так, как поступает древнерусский автор. Там, где гармония в межличностных отношениях, там гармония в природе, где нестроение, где катаклизм в личных отношениях, там и природа являет свой непривлекательный лик, там она являет себя в аномальных своих проявлениях.
Карамзин заложил в этом смысле определенную традицию. В этой традиции, ее можно назвать предромантической, ее можно назвать допушкинской традицией, потому что Пушкин потом все это опять перекрутит, перекомбинирует. Он заложил традицию предромантическую или допушкинскую традицию, в соответствии с которой вся допушкинская, между Пушкиным и Карамзиным проза и лирика разворачивается по этой модели. Мало того, вообще в этот период автор стремится не изображать или буквально редуцированно изображать всякого рода межличностные коллизии. На первый план выходит гармония, на первый план выходит торжество любви, счастья, взаимной симпатии, радости взаимного обладания. И в этом смысле природа этой эпохи – это идиллическая природа. Природа ранней весны, природа лета, природа расцвета, природа буйства жизненных сил и так далее, и так далее. Если там где-то на горизонте и мелькает какая-то угроза осени, угасания, увядания и так далее, она стирается, она замывается, она закрывается. Это для автора этого периода, этой эпохи неинтересно. Следующий сдвиг в интересующей нас теме, и очень существенный сдвиг, происходит в поэзии Василия Андреевича Жуковского. В его лирике все так, как у Карамзина. Пастушки, милые отношения, радостный, счастливый, светлый фон, солнце, тепло, зелень, обилие цветов, разнообразие красок и так далее, и так далее. Это мир лирической поэзии Жуковского. В балладах все уже совсем по-другому. Жуковский первым, или, по крайней мере, одним из первых и наиболее последовательно, и наиболее внимательно начинает присматриваться к тому, что мир, внешний, внеположенный человеку мир, он не един, он раздвоен. Есть Божье начало в нем, и есть дьявольское начало. Есть посюстороннее, то, что нас принимает, то, что нас привлекает, то, что нас увлекает, и есть потустороннее, опасное. То, что несет человеку беду, то, что несет человеку страдания, то, что несет человеку некое негативное содержание. В балладах Жуковского этот двойственный внешний мир представлен очень широко, и именно Жуковский вторую сторону этого внешнего природного мира, темную сторону, начинает связывать с природой и начинает связывать с зимой и с метелью. Вот именно Жуковский закрепляет эту связку. Потустороннее, нечеловеческое, дьявольское, бесовское проявляется у него зимой и более всего, и полнее всего проявляется в период метели. Не случайно, очень скоро Пушкин в своей повести «Метель» выберет эпиграфом именно цитату из баллады Жуковского «Людмила». Светлана, из баллады Жуковского «Светлана». Там, где то ли во сне, то ли наяву Светлана встречается со своим мертвым женихом. И именно метель слепит ей глаза, не позволяет ей понять, живой или мертвый жених перед ним, и только исчезновение метели открывает ей глаза и делает очевидным ту картину, которая в период метели была совершенно неочевидной. Итак, следующий шаг – это Жуковский. В природе есть потустороннее, не только божеское, но и дьявольское начало. И это дьявольское начало Жуковский начинает связывать с зимой, а самые сильные, самые явные, самые очевидные ее проявления этого дьявольского начала связывать с метелью. Метель у Жуковского закрепляется как явление негативное, как явление ослепляющее, как явление морока,
не позволяющего человеку видеть объективную картину, не позволяющего человеку и самоидентифицироваться, и идентифицировать себя с тем, что с ним и вокруг него происходит. Если двигаться по этой, по этой веточке нашей темы, то следующим будет опять же не Пушкин. Опять следующим будет Гоголь. Гоголь, который в вечерах на хуторе близ Диканьки прямо связал метель с чертовщиной. Более того, он сделал черта источником метели, причиной метели. Даже не поводом, а именно, собственно, тем механизмом, который приводит метель в действие. Если вы помните, в ночи перед Рождеством, там все начинается с того, что ведьма Солоха крадет звезды с неба, черт крадет луну, а потом, когда возникает очередная коллизия, именно черт дует в кулак и поднимает снег и, так скажем, раздувает метель, как раздувает костер. Он взбивает этот снег, снег начинает кружиться, крутиться, вертеться, слепит героев, и там, собственно говоря, в этой круговерти метельной и начинается вся эта канитель. Но при этом Гоголь в значительной степени снимает то мистическое начало, которое присутствует у Жуковского. У Жуковского там все то ли было, то ли не было. У Гоголя и черт стоит на одной плоскости с остальными героями, он такой же действующий герой, как и все остальные, сомнений в его присутствии здесь нету, и сомнений в том, что именно он стал источником метели, тоже, собственно говоря, нету. Это снимает мистическое начало и усиливает ироническое начало у Гоголя. Дальше Гоголь по этой теме не двинется, и зима у него потом будет присутствовать, но она у него будет присутствовать только как один из мотивов, вернее, даже не мотивов, а как одна из причин поведения героя. Именно холод заставляет Акакия Акакевича задуматься о шинели там, и так далее, и так далее. Но вот прямой связи здесь нет. Другое дело, что в финале шинели, да, там появляется эта самая метель, и появляется этот новая ипостась Акакия Акакевича, но это уже знакомая нам, собственно говоря, тема. Тут ничего нового Гоголь не впринес, он развил то, что было у Жуковского, то, что было и то, что было у раннего Гоголя. А вот настоящий сдвиг, очередной, происходит уже у Пушкина. Собственно говоря, пушкинский мир, художественный мир, это энциклопедия русской зимы. Первое и совершенно очевидное отличие Пушкина от его предшественников в том, что его внимание очень сильно приковано к зиме, как периоду года. Зиме посвящены, по крайней мере, 4 крупных отрывка в Евгении Онегине. Зиме посвящена масса лирических стихотворений Пушкина, начиная с известных нам «Мороз и солнце», «День чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу с северной авроры, звездой северной явись». Это первый момент. Второй момент. Это уже чисто пушкинский. Кроме него, по-моему, никто так активно в этом направлении не работал. Зима у Пушкина связывается с женским началом. Зима у него всегда, я не знаю практически, вернее, исключения в этом смысле редки, особенно в лирике, да и в Евгении Онегине тоже исключения редки. Разговор о зиме обязательно будет связан с разговором о красавице. Так появится еще одна, собственно, пушкинская тема, и это тоже будет тем, что привнес
Пушкин в русскую культуру, появляется русское дело равно зима. Это очень любопытный момент, но о нем мы немножечко попозже скажем, а сейчас скажем еще о третьем моменте, который вносит Пушкин. Чаще всего зима у Пушкина сопровождается, изображается как морозная, солнечная, радостная, как начало, высвобождающее до Пушкина зима придавливала человека. Зима сковывала его силы, сковывала его возможности, ограничивала его в реализации своих намерений и так далее. Здесь зима высвобождает человека. Здесь зима делает человека свободным, счастливым, полным сил, полным энергии. Радость жизни она с собой несет и привносит в человеческую жизнь. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Что он торжествует? Ну, в бытовом плане понятно, чего крестьянин торжествует. Наконец-то замерзла грязь, наконец-то можно ее не месить, а свободно перемещаться на санях. Но это повод для радости. Но для торжества этого явно недостаточно. Торжество по другому поводу. Зима – новый цикл. Зима – новый период, зима – новая эпоха, зима – новая жизнь. Вот это приход зимы, как обновление жизни, у Пушкина присутствует в очень выраженном виде. Зима проказница. Зима играет с человеком, зима балуется с человеком. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Кто-то там обморозил пальчик ему, и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно, и так далее. То есть зима несет человеку массу позитивных, пушкинская зима несет человеку массу позитивных эмоций, массу позитивных чувств и так далее. Не могу не процитировать. «Опрядь немодного паркета блистает речка, льдом одета, мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Вот второй герой пушкинской зимы – это мальчишка. Первый – это краса, девица краса, а второй – это мальчишки. Мальчишки радостный народ коньками звучно режут лед, на красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает, веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. Вот вам описание первого дня зимы, и посмотрите, насколько радостно, насколько здесь присутствует, конечно, и легкая ирония, но это легкая ирония, утверждающая новый поворот в жизни человека, новый облик природы, новое содержание этого мира. Это одна линия в творчестве Пушкина. Вторая линия, связанная но метели здесь нет. Вот в этой части пушкинского мира метели нет. Метель появляется в другой части пушкинского мира. Метель появляется в ряде стихотворений, насыщенных другим эмоциональным содержанием, другим эмоциональным тоном. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печальный свет она. Под дороги зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях имщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Скучно, грустно, завтра Нина, завтрак милый возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мертвый круг свой совершит, и до кучных удаляя, полночь нас не разлучит. Грустно, Нина, путь мой скучен, дремля смолкнул мой ямщик, колокольчик однозвучный, отуманенный
отуманен лунный лик. Вот в этой части пушкинского мира Пушкин больше смыкается с той традицией, о которой мы уже с вами говорили, когда ситуацию природную диктует не природа, а эмоциональное состояние героя. Грусть, печаль, ощущение конечности жизни, ощущение конечности счастья, ощущение недожитости, какой-то радости и так далее, окрашивает природу в совершенно иные тона, нежели вот в той части, о которой мы с вами говорили. Зима здесь связывается с тоской, зима связывается с одиночеством, зима связывается с тем, что можно назвать вот ощущением конечности жизни. Ее как у Высоцкого потом будет сказано, жизнь текет меж пальчиков паутинкой тонкой. И вот именно зимой ты начинаешь ощущать, как между пальцев вот утекает из рук твоя жизнь. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверя назовет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит, наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Вот эта сердечная тоска определяет содержание того природного фона, на котором все это развивается. Буря мглою небо кроет, вихли снежные крутя, то как зверя называют, то же плачет, как дитя. Вот тут появляется буря. Буря как предвестница каких-то негативных изменений, как предвестница того, что позитивное в твоей жизни улетучивается, исчезает, и на смену ему придет что-то другое, более темное, более страшное, более опасное. Остается только надеяться на спасительную силу кружки. Сердцу будет веселее. Естественно, пушкинская поэзия знает и смешение этих двух начал, радости и безрадостного состояния. В этом смысле очень показательно «Зима. Что делать нам в деревне», которая начинается с описания будничной зимы. Вот зимы, когда человек уже устал от бесконечного повторения вот этих ритуальных действий, когда утром надо вставать, нужно просыпаться, когда нужно искать себе занятия. Летом-то выскочил вон весь мир перед тобой, а здесь надо найти какое-то, чем-то себя занять, и тогда охота появляется, это самая надоевшая зимняя охота, пороша, а вечером вообще тоска смертная, приходится перечитывать старые соседские журналы, и одна только радость — появление двух сестер во главе с матушкой, и там уже совсем другое, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крыльцо, открыты шеи, грудь, и вьюга ей в лицо. Обратите внимание, не метель, а вьюга. Между вьюгой и метелью тут большая разница. Но бури севера не вредны русской розе, как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов. Так появляется новая формула у Пушкина. Мы уже с вами говорили о том, что зима связывается с девой, а здесь она дополняется еще определением «русская». Не всякая дева расцветает на морозе, а только русская дева. Не всякая дева чувствует, не во всякой деве на морозе пылают чувства, только в русской деве мороз становится стимулом и усиление этих чувств. Русской у Пушкина именуется только та дева, которая ассоциируется со снегом, морозом,
которая расцветает на морозе. Поэтому и Татьяна Ларина, которая, как известно, русской душою, сама не зная почему, с ее холодной красою любила русскую зиму, на солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздней сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. Вот не может русская дева не любить все это, все то, что другую деву загонит в уныние, заставит надеть на себя 10 шуб и залезть на печку греться. Холодность зимы, как и холодность русской женщины, привлекательны потому, что этот внешний холод стимулирует внутренний жар, скрытый до поры до времени внутренний жар. И здесь открывается удивительная параллель. Есть пушкинское стихотворение на ту же самую тему, в котором природа вообще не участвует, в котором зима вообще не участвует, но тема та же самая. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, иступлением, стенанием, криками, вакханки молодой, когда, не ясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняясь на долгие моления, ты предаешься мне нежна без упоения, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и являешься потом все боли и делишь, наконец, мой пламень поневоле». Вот это удивительная связь, когда зима проявляет то, что, так скажем, таится в глубине пушкинского отношения к женщине. Это отношение интереса к внутренней силе, к внутреннему состоянию, к внутреннему эмоциональному накалу, который скрыт под маской холодности, который скрыт под маской, так скажем, мерзлоты, некой снежности, некой минусовой температуры, что называется, снаружи минусовая температура, а внутри яркий пламень. И, наконец, третий момент, который очень характерен для Пушкина, и Пушкин вносит этот момент очень основательно в русскую культуру. Зима у него, помимо всего прочего, связывается с историей. Гроза 12-го года настала, кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог? Вот зима становится одним из 4 причин того, почему мы победили во время вот этой самой грозы 12-го года. Зима — участница истории. Зима как та сила, которая определяет, если не направляет, то, по крайней мере, участвует в определении судьбы всей страны. В 12 году решается судьба всей страны, и зима оказывается одним из участников в решении этой судьбы. Тут еще любопытен еще один момент — упоминание русского бога. О каком боге идет речь? Здесь прямая цитата из стихотворения Петра Андреевича Вяземского «Русский бог». Надо ли вам истолкование, что такое русский бог? Вот его вам начертание, сколько я заметить мог. Бог метелей, бог ухабов, бог мучительных дорог, станций тараканьих штабов. Вот он, русский бог. И дальше будет перечисляться все приметы русского бога, вплоть до широких задниц, широких и поротых задниц, вплоть до беспартошных мужиков и так далее, и так далее. Но обратите внимание, первым в этом перечислении, первый называется метель, бог метелей. Метелей, как здесь в контексте
стихотворения Вяземского «Метель как символ нестроения», метель как символ неправильного хода вещей, неправильного порядка, в котором живет русский человек. Но у русской зимы есть еще один лик, очень любопытный лик, который появляется у Пушкина в лирике только один раз. Других вот вариантов я не встретил. Это «Пушкинские бесы». Вообще удивительное стихотворение, которое на первый взгляд совершенно выпадает из контекста пушкинской лирики, особенно вот в том направлении, о котором мы с вами говорим, но каким-то образом очень, очень прочно связанный с этой темой. Я напомню, это стихотворение оглушительное. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно поневоле, средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коней, барин тяжело, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, всю дорогу занесло, хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да крутит по сторонам, посмотри, вот вон играет, дует, плюет на меня, вон теперь во враг толкает одичалого коня, там верстою небывалый, он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, сил нам нет кружиться доля. Колокольчик вдруг умолк, кони встали, что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят, вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят, кони снова понеслись, колокольчик дин-дин-дин, вижу, духи собрались средь белеющих равнин, бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре, сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в бесконечной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. Пушкин в этом стихотворении опознал написанное незадолго до этого стихотворение Вяземского на эту же тему. Но опознал он и очень важное для него в этом случае стихотворение Ломоносова, господи, я не помню, не могу сейчас вспомнить, как оно называлось, написанное по поводу северного сияния. Кто-то помнит? А? Нет, это ода по поводу вот северного сияния. Там вот это мало искр, вот пушкинское, он почти процитировал это стихотворение, почти процитировал строчку «Как мало искр в вечной мгле». Помните, там тоже искра у Пушкина в стихотворении появляется. Это очень, очень важный момент. Вообще, надо сказать, чуть-чуть отступая в сторону, надо сказать о том, что вот эпоха, о которой мы с вами говорим, это была очень литературоцентричная эпоха. Все знали все, что все знали все, что пишет другой. И все так или иначе опирались на написанное другим. И все так или иначе самоопределялись по отношению к написанному другими. И в этом смысле вот то стихотворение, о котором мы с вами говорим, есть самоопределение путем отталкивания от Ломоносова. Ломоносов рисует картину величия Божьего мира. Вот для него северное сияние –
это одно из проявлений величия Божьего мира. А Божий мир там предстает как неисчерпаемый во своем многообразии, в своей универсальности, в своих очень мощных титанических проявлениях и так далее, и так далее. Пушкин берет цитату из Ломоносовского стихотворения, но мир, который он рисует, прямо противоположен Ломоносовскому. Ломоносовский мир, Божий мир, пушкинский мир в этом стихотворении – это антимир, это дьявольский мир. Там торжествовали силы творения, здесь торжествует антитворец, который создает не просто метельную, не просто картину метели, он создает картину мира, в которой теряются все временные, все пространственные ориентиры, в которой происходит вот это дурное кружение, которое не ведет ни к какому результату, которое ведет к бессмыслице, а самое главное, которое ведет к тому, что выматывает душу человеческую. Метель, как дьявольское начало, метель, как антимир, метель, как начало, которое навязывает человеку некое нечеловеческое содержание, которое приучает человека к этому нечеловеческому содержанию. Вот что такое вот это пушкинское стихотворение. Это крайнее проявление представлений Пушкина о зиме и о метели. И самое полное насыщение смыслами того образа определенного состояния погоды, о котором мы говорим. Отчасти этот подход сработает у Пушкина чуть позже в «Метели» и в «Капитанской дочке». И в «Метели», и в «Капитанской дочке» метель приобретает силу, приобретает характер самостоятельного героя. Вот здесь она единственный герой, все остальные пассивны, все остальные вовлечены в ее действия. И в «Капитанской дочке», и в «Метели» происходит то же самое. Перед лицом этой стихии, перед лицом того, что метель в «Капитанской дочке» и в «Мятели», у Пушкина «Мятель», кстати, мне гораздо больше нравится это и написание, и произношение, чем «метель». «Мятель» более выразительно. От слова «метаться», «метущийся», «мающийся», вот, и так далее. Ну, бог с ним. Так вот, в «Капитанской дочке» и в «Метели» пушкинская метель тоже становится самостоятельным героем. Более того, она становится героем по последствиям своих действий, превышающим силы реальных, что называется, героев людей. Она диктует, она направляет, она определяет судьбу человеческую. Она не совсем дьявольская, но она и не совсем божественная. Она вот потусторонняя сила, которая, как это сказать, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», я та сила, которая вечно хочет зла и вечно получает добро. Вот она как бы разрушает, но разрушая, созидает что-то новое. И может быть, и оказывается, что это новое важнее, чем разрушенное старое. Так метель разрушает возможный вариант судьбы Марии Гавриловны, которая решила связать себя с Владимиром, и объединяет их в другой союз с полковником этим самым, как его, Бурминым. Кстати, обратите внимание, если в рассказе о Владимире, который заблудился в метели, вот этот момент отсутствует, то в рассказе о Бурмине он присутствует. Метель-то одна, только проявления разные. «Я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздним вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики посоветовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною, казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась,
Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Вот проявление. Вот, я не хотел ехать, но голос что-то мне говорил, что-то к чему-то меня побуждал, и я согласился, и все произошло именно так, как произошло. Ту же самую роль определителя судьбы играет метель и в «Капитанской дочке». Не заблудись, Гринев, в степи, не встреться он случайно с Пугачевым, судьба этого героя развернулась бы совершенно иначе. И кто знает, как бы она развернулась, но метель, разрушив первоначальные планы Гринева, он об этом еще не знает. Вот. Она наставила его на путь истины. Именно метель поспособствовала проявлению в Гриневе тех качеств, за которые потом Пугачев будет без конца миловать, прощать, оберегать, спасать, защищать Гринева на протяжении всей своей, что называется, жизни, а потом еще и за пределами этой жизни, потому что Екатерина подхватит эстафету, намеченную Пугачевым, и поведет себя по отношению к Маше ровно так, как вел себя Пугачев по отношению к Гриневу. Я знаю, что жених твой не виноват, милую ее, а зная, значит, что вам предстоит свадьба, еще и дарю вам там приданое на свадьбу. Тот же самый принцип, здесь Толстой не оригинален, Лев Николаевич Толстой очень активно использует в Анне Карениной. Как сейчас говорят, к красной черте, как вы помните, Анна подходит мелкими шагами, постепенно. И Толстой как бы прописывает эти мелкие шаги. Вот одно переступило, другое переступило, третье переступило, четвертое. Но последний шаг происходит именно во время метели, именно тогда, когда метель закручивает героев вот в тот новый сюжет, в котором они, собственно, будут жить на протяжении всего оставшегося романа. Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все более и более. На мгновение буря затихла, но потом опять налетела такими порывами, что казалось, нельзя было противостоять ей. И в конце весь ужас метели показался ей еще более прекрасен. Теперь он сказал то самое, чего желала, и он, это Вронский, ее душа, но чего она боялась рассудком, она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. Вот метель помогает как бы этой борьбе, она и стимулирует эту борьбу, и помогает разрешиться именно так, как это нужно и героям, и автору. Толстой снимает мистическое начало, он обнажает вот именно сходство состояния природы и состояния внутреннего мира героя. Там смятение, тут смятение, здесь некое переворачивание той картины, в которой ты жил, и в природе переворачивание этой картины, и постановка всего на новый, что называется, на новый путь, на новый лад, хотел сказать на новые рельсы, но вспомнил, чем закончился роман, и решил удержаться по поводу новых рельсов. Следующий шаг. Это не значит, что вот в пропусках писатели не используют те темы, о которых мы говорили, но там я не нашел ничего нового. Там повторение, та же самая повесть, Сологуба «Метель» 48-го, по-моему, года.
Вообще для чего она написана, совершенно непонятно. Там тоже есть метель, там тоже есть люди, которые, спасаясь во время метели, значит, оказываются на постоялом дворе, ну, вот как у Пушкина, что называется, изгоняет туда на постоялый двор, так же, как потом у Сорокина, постоялый двор, как смешение людей разных социальных слоев и так далее. А потом начинается эта тягомотина с диалогом героя и героини. Ну, перепетые темы, перепетые мотивы. Причем тут метель? Все это могло произойти и без метели, и в любое другое время года и так далее. Здесь связь чисто механическая и ничего в себе не несущая. Вот там, где ничего нового как бы не возникает, я пропускаю эти периоды. Следующий и очень мощный шаг в развитии нашей темы делает Блок. И делает в поэме «12». Метель там носит отчетливо пушкинский масштаб и пушкинские смыслы. Она запорашивает, она замутняет, она... Там же, помните, там даже есть измерение, не видно за 4 шага. Вот такая метель. За 4 шага от тебя уже ничего не видно. Метель закручивает, метель охватывает весь мир, замещает собой весь мир. И в этой круговерти, в этой мути, в этом процессе переламывания, перемалывания, перекручивания всего, что привычно и знакомо, зарождается что-то новое, зарождается что-то невиданное, небывалое, что называется. Метель, вот как сила, сносящая старое и служащая таким механизмом порождения нового смысла, нового содержания, здесь совершенно очевидно присутствует, но здесь есть еще один очень важный момент. То, чего не было, вернее, то, что только смутно намечалось у Пушкина, но, так скажем, не проявилось в силу, видимо, исторических ограниченностей, культурных ограниченностей той эпохи, в которую Пушкин творил, и в силу, главное, эпохальной ограниченности. Пушкин не знал таких потрясений, которые знал Блок, а Блок, ставший свидетелем, очевидцем потрясений 1914 и 1917 года, вот, сумел разглядеть в метели как уже не природном явлении, а явлении скорее культурогенном, что называется, вот то содержание, которое до Блока никто не рассматривал. Он впервые, и надо сказать очень мощно, до него попытался это сделать Достоевский, но у него это по-другому получилось. Он попытался связать, вернее так, он попытался выразить в метели, в образе этой вот всеохватывающей вселенской метели, представление о той стихийной силе, нечеловеческой и даже не природной, а некой мистической силе, которой с радостью отдается русский человек. Он замечает, что в русском человеке есть одно удивительное свойство. И в этом смысле Блок, я думаю, прав. Он обнаружил в русском человеке, в русском не в этническом смысле, а в антропологическом смысле. Он замечает, что в русском человеке есть удивительные свойства. Свойства, связанные с готовностью подчиниться внеличному мощному началу, в неличной силе, отдаться ей, молиться ей, следовать за ней и действовать по ее наущению, ее наказанию, ее воле, независимо от результатов.
Поэтому в этом смысле 12 это поэма про прорицание. Вот тот вихрь, который подхватил этих 12, и все, что вокруг них существует, этот вихрь пронесся до 91-го года. Мы удивляемся темпами коллективизации, темпами индустриализации и так далее, и так далее. А это нечеловеческая, мистическая сила, которая ведет людей, которые с удовольствием, с радостью подчиняются, даже если эта сила уничтожает тебя, даже если эта сила ссылает тебя в лагерь, казнит тебя и развеивает твой пепел по миру и так далее, и так далее. Человек, тем не менее, с удовольствием отдается этой силе, и потом, отряхивая голову, когда эта буря заканчивается, говорит: какое время было, порядок был, и каналы куда надо текли, и куда надо впадали, и все было, и в космос летали, и целину поднимали, какое время было. Вот этот восторг подчинения этому стихийному, нечеловеческому началу, он существует у нас, и Блок великолепно вот ощутил это и сумел каким-то образом это начало выразить. Поэтому он так и мучился от того, кого поставить под флаг красный. Но Иисус Христос здесь никак, строго говоря, не подходил, но другого образа он не нашел, и можно понять, почему не нашел. Он уловил тенденцию, но он же во всем объеме реальном не представлял себе. Там Иосиф Виссарионович с красным флагом, а не кто-нибудь другой. И, наконец, последний, по времени, последний шаг в развитии нашей темы – это Сорокин. В прямом смысле это, конечно, повесть «Метель». И здесь перекличка с Пушкиным, то, что Сорокин любит, очевидно. Он, не стесняясь, называет тем же названием свою повесть. Вот. Но я склонен вписать эту повесть, чтобы попробовать. Скажу так, я читал ее трижды, чтобы понять, что там вообще происходит и для чего это все написано. Я читал ее трижды и понял, что ее толковать нельзя вот автономно. Ее нужно толковать, и можно толковать, как мне представляется, только в связке с двумя другими вещами Сорокина. Это «День опричника» и «Сахарный Кремль». Вот какую картину рисует нам Сорокин? Ну, я опускаю очевидные совершенно разговоры о том, как много у Сорокина в «Метели» всякого рода отсылок к предыдущей всей русской литературе. На эту тему, по крайней мере, написанную, начиная с заглавия и заканчивая там этими волчьими глазами, мелькающими, светящимися сквозь вот этот летучий снег и этим движением, кружением, которое созвучно самой метели, она крутит и закручивает и путь героев, и судьбу героев, и так далее. Это все там очевидно, и мне кажется, не составляет основы того, что сделал Сорокин. А вот что он реально сделал, того, о чем стоит говорить, что является вот содержательным мясом, так скажем, его этой вещи, это, как мне представляется, я даю свою интерпретацию, по крайней мере, ничего похожего в критике о Сорокине я не находил, но это не значит, что я такой великий, это просто значит, что я, может быть, не сумел найти то, что нашли другие. О чем речь? Речь о мире. Я беру три вещи. Еще раз повторяю. Метель, День опричника и Сахарный Кремль. Эти три вещи объединены общей картиной мира. И эта общая картина мира
предстает очень любопытной. С какими-то ее элементами мы у Водолазкина встречаемся. Но у Водолазкина это штрих, проброс, который Водолазкин не разворачивает. А Сорокин развернул, что называется, в полном объеме. Вот есть традиционный мир, в который новое входит постепенно, вытесняя собой старое, и в процессе этого вытеснения переформатирует человека. Грубо говоря, человек древнерусской эпохи и человек 17 века – это разные люди. Человек 17 века и человек 19 века – это тоже разные люди. Вот этот непрерывный поток истории, еще раз повторяю, меняет мир, а меняющийся мир меняет человека. И человек меняется вместе с миром, синхронно с изменениями, которые происходят в этом мире, поэтому незаметно для себя, и только потом, так сказать, ретроспективный взгляд позволяет узнать. Я оглядываюсь на свою биографию, Господи, чему свидетели мы были. Я помню, как на смену перьевой ручки пришла шариковая. Понимаете? Целая эпоха, что называется, свершилась. Вот. И много другого. Что такое был мир, в котором я жил в 50-е, 60-е годы, он совершенно не сопоставим с этим миром и так далее. Но на что обращает внимание Сорокин, на что обращает внимание Водолазкин? И на что, кстати, я давно уже обратил внимание и как-то пытался думать об этом, и Сорокин мне помог об этом подумать. С XIX века, даже с конца XVIII века, темпы развития истории увеличиваются буквально в геометрической прогрессии. То, что раньше проживалось человечеством за столетия, сегодня переживается за десятилетия. То, на что раньше уходили годы, сейчас умещается в месяцы и недели. Мир меняется невероятно быстро. В него приходят новые предметы, в него приходят новые явления, в него приходят новые функции и так далее, и так далее, и так далее. Вот что делает Водолазкин? Он останавливает время и говорит: посмотрите, каков набор в этом времени. В этот мир, вот остановившийся в этой точке, посмотрите, в этом мире присутствует, труднообъяснимый конгломерат. Постоялые дворы, ямщики, сани, телефоны, телевизоры, какие-то наркотики, которые возят с собой, витаминдеры, какие-то маленькие люди, какие-то маленькие лошади, какие-то люди-великаны. Это все вот то, что должно было входить в этот мир и менять его, вошло в этот мир, его не меняя. Мир меняется, а человек не меняется. Вернее, внешнее содержание мира насыщается все новыми и новыми явлениями, предметами и так далее, и так далее. Но появление этих предметов, появление этих вещей с человеком никак не связаны. Он их как бы утилизует, он приспосабливается, он научается включать и смотреть телевизор, он научается пользоваться телефоном, он приспособил этих маленьких лошадок, он приспособил этих людей, великанов и лошадей, великанов, но продолжает жить в избах, топить печи, печь хлеба. Даже язык не изменился. Язык остался тем, которым говорили 100 лет назад. Быт не изменился, он как был 100 лет назад,
таким, как 100 лет назад. Это же вот картина, которую рисует Сорокин в доме этой самой Мельничихи, это же прелесть. Какого года? Что? Какого года произведения? Ой, дай бог помнить, 2004, нет, наверное, позже. 10-го. Наверное, 10-го года, да. Да. Там все эти новшества электроники соединяются вот с этой русской печью, с лежанкой, с самогонным аппаратом на столе, с самоваром и так далее, и так далее. О чем говорит Сорокин? То же самое происходит и в «Сахарном Кремле», и в «Дне опричника». Мерседесы, мобильные телефоны, электронная связь, почта, смски, и тут же собачья голова, прилаженная к капоту Мерседеса, и тут же сапоги, и тут же армяки, и тут же плети, и тут же та же средневековая жестокость, и тоже средневековое небрежение к человеческой личности и к человеческой жизни. О чем речь? Речь о том, что мир по Сорокину пришел к такому состоянию, когда противоречие между технической насыщенностью этого мира и его содержанием разорвалась окончательно. Как бы мы ни насыщали мир всеми гаджетами, всеми электронными новинками, всеми техническими находками и так далее, и так далее, и так далее, сам мир, как будто устав от этого всего нового, совершенно не меняется. И человек перестал меняться. Но если бы это было только так. В «Метели» это еще незаметно, а в «Дне опричника» и в «Сахарном Кремле» это очень сильно проявлено. Более того, вот остановившись, мир не может оставаться неизменным. Он начинает деградировать, он начинает архаизироваться, он начинает терять гуманистическое начало, он начинает терять человеческое начало. В восстановившемся мире возрождаются, усиливаются, актуализируются те начала, которые, казалось бы, человеческая цивилизация преодолела. А нет, они в нас, и нужны только условия для того, чтобы в нас проснулось это средневековое, страшное, чудовищное, нечеловеческое. И Сорокин это последовательно изображает. В «Метели» это дано иначе. В «Метели» это дано уже на новом витке, когда он уже не углубляется в детали, когда он уже не углубляется в частности и в элементы. И, собственно говоря, для него вот этот мир, который я сейчас попытался нарисовать, вот этот мир в максимальной мере и проявляется в метельном своем содержании. Это мир, утративший, вот как у Пушкина в том стихотворении, которое я цитировал, мир, в котором утрачены представления о времени, мир, в котором утрачены представления о том, где верх, где низ, где правые, где левые, мир, который потерял ориентиры, мир, который сбился и никак не может наладиться, никак не может настроиться. Поэтому и движение героев-то по повести – это натыкание на одно, чему нет объяснения, на другое, чему нет объяснения, на третье, чему нет объяснения. Мир, которому вообще нет объяснения. Мир обесмысленный. Он обретает смыслы на каких-то, на каком-то почти биологическом уровне. Надо топить печь, чтобы изба не выстыла. Надо печь хлеб, чтобы не умереть с голоду. Нужно принести воды. Все, что над этими смыслами, над смыслами биологического существования, все
аннулируется. Все исчезает, все пропадает. Вот это меня поражает, это особенно в метели у Сорокина. Это абсолютно равнодушное спокойствие, с которым этот мир встретил появление маленьких лошадей, появление гигантских лошадей, появление телевизоров, появление сотовой связи, появление этих витаминдеров каких-то и живородящего войлока, с помощью которого они там строят свои эти самые палатки. Это люди, которые вообще уже ни на что не реагируют. Их существование – это вот механическое существование. Вспомните, не повествование о герое, об этом докторе, а его внутренние монологи. Они механические, они газетные, они лозунговые, они лишены крови, тепла человеческого и так далее. Что делает Сорокин? Сорокин говорит о том, что этот мир пришел к состоянию, к которому его могла и привела вот эта метель как проявление нечеловеческой силы, как проявление дьявольского начала, как вселенская смута. Метель, как вселенская смута, перемешала, смешала и раздробила этот мир на мельчайшие пылинки, на мельчайшие части, связи между которыми нет, а потому и смысла нет, а потому и содержания нет, а потому и выветривается все, что накоплено человечеством за всю его историю, а все обесмысливается, все теряется в этой мути, и все превращается в это бесконечное, бессмысленное кружение. Бесы разные оседлали этот мир и правят этим миром. Насколько прав Сорокин, я склонен с ним соглашаться. Когда президент Татарстана награждает сына Кадырова медалью, это чистый Сорокин. Это, понимаете, это Мурза приполз на коленях к хану. Прими в дар. Стыднее ничего не придумаешь. Средневековье ничего не придумаешь. Это сорокинский сюжет. Насколько я уважал Минниханова и насколько я после этого перестал его уважать. У меня все. Спасибо. А то ведь я не могу и не остановиться.